Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Уже 112 в Центризбиркоме продолжается регистрация кандидатов в депутаты. Красная книга Абхазии. Ученые занимаются сбором материалов для долгожданного издания. Все больше почитателей. День всех влюбленных отмечают и в Абхазии. В Центризбиркоме продолжается регистрация кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии. На 14 февраля зарегистрировано уже 112 кандидатов. Из них в первый день, 10 февраля, было зарегистрировано 34 кандидата. Регистрация кандидатов завершится за 10 дней до выборов 2 марта. Ряд членов республиканской политической партии Амцахара заявили о своем выходе из партии. Как подчеркивается в заявлении, подписавшиеся, цитата, «приняли одно из самых трудных решений в своей жизни. Учитывая, что наша организация сегодня не самостоятельна, что она подвергается влиянию извне, что делает ее зависимой от тех, кто не имеет никакого отношения к войне, и в связи с нашим несогласием с проводимой блоком оппозиционных сил политикой, считаем невозможным и нецелесообразным наше дальнейшее нахождение в Амцахаре и участие в работе партии». Отмечается, в частности, в заявлении. Вместе с тем, подписавшиеся заявляют, что не отказываются от дальнейшей общественно-политической деятельности в рамках Конституции Республики Абхазия. Под заявлением свои подписи подставили Даур Кварацхелия, руководитель Гагарского отделения партии Амцахара, член политсовета партии, Юрий Подхвария, член политсовета Амцахара, Виталий Тарнава, член президиума политсовета Амцахара, Гарик Саманба, секретарь президиума и член политсовета партии, Тимур Бигвава, руководитель Гуриевского отделения, член политсовета партии, Рустам Псардия, член политсовета политической партии Амцахара. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы госбезопасности Республики Абхазия совместно с военнослужащими пограничного управления ФСБ России в Абхазии в селе Аллакумхара Галского района обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщается на официальном сайте СГБ Абхазии. Из указанного схрона изъято РПГ-26 – 1 единица, автомат калибра 7,62 – 1 единица, 6 магазинов к нему и различные боеприпасы, ручная противотанковая и кумулятивная граната – 1 единица, взрывчатое вещество, пластид. Черноморскому казачьему войску Абхазии сегодня исполнилось 8 лет. В день создания организации отличившимся казакам ветеранов войны были вручены собственные награды казачества – Георгиевские звезды без степени. Перед началом церемонии награждения члены казачьего войска Абхазии и гости возложили цветы к монументу славы, почти в память погибших защитников Отечества. Казачество в Абхазии существовало и до войны, но какое-то время по разным причинам не функционировало. Казаки оказали большую помощь абхазскому народу во время боевых действий. Были созданы казачьи подразделения. Также много добровольцев прибыло из Кубани и Дона. 8 лет назад они решили создать казачье войско. Так и начали формироваться казачьи общества в нашей стране. В этот день, 8 лет назад был создан Союз казаков Абхазии, казаков-ветеранов боевых действий, для объединения казаков. К сожалению, это не произошло, и мы пошли дальше. На сегодняшний день, у нас очень много ветеранов боевых действий. Люди, которые прошли нашу войну, прошли Приднестровье, здесь люди, которые прошли Южную Осетию, сегодня воюют на Донбассе и так далее. Общая численность личного состава казачьего войска по всей республике порядка 700 человек. Среди них представители многих национальностей. И всех их объединяет любовь к Отечеству, верность традициям казачества. Отличившихся в боевых действиях наградили Георгиевскими звездами без степени. Личный состав Черноморского казачьего войска Абхазии, общественная организация Союза казаков и ветеранов боевых действий в этот день поздравляют друг друга. Казак – это не просто ношение формы, это образ жизни, говорят они. Я где-то года 3 уже в этой организации, потому что поехал на Донбасс воевать. Вот поздравляю всех казаков Абхазии с годовщиной, с днем создания нашей организации. Основными задачами организации является воспитание в молодежи патриотического духа и помощь нуждающимся, в особенности инвалидам войны. И подписан договор о сотрудничестве с Российским региональным союзом ветеранов Афганистана, тому подтверждение. Сима Аргун, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.
Назначен новый руководитель РУП «Абхазская железная дорога». Им стал Алхаз Вартагава. Сегодня коллектив управления познакомился с новым начальником, которого представил начальник управления транспортом Абхазии Рабистан Габля. На протяжении многих лет управлением руководил Гурам Губаз. Его поблагодарили за проделанную работу. Сам уже бывший руководитель отметил, что всегда готов поделиться своим опытом. Обращаясь к сотрудникам Абхазской железной дороги, Алхаз Вартагава выразил уверенность в том, что вместе они сумеют выйти на новый уровень и добьются положительных результатов в работе. Спасибо за оказанное доверие. Надеюсь на поддержку коллектива в первую очередь и на вашу поддержку. Я думаю, что все поставленные задачи перед нами будут по максимуму выполнены. И дай Бог, чтобы я оправдал все ваши доверия. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявления от лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи суда Гагарского района 1 единица. Прием заявлений кандидатов осуществляется в помещении Министерства юстиции в Сухуме с 15 февраля по 1 марта включительно. В Красную книгу Абхазии войдет около 400 видов растений, включая все эндемики. Государственный комитет по экологии и охране природы уже несколько лет ведет работу по созданию подобного издания. Даже создана комиссия по разработке Красной книги со специалистами учреждения Академии наук Абхазии. О том, на какой стадии сбор и разработка материала для Красной книги, репортаж наших корреспондентов. На прошлой неделе депутаты парламента Абхазии в первом чтении проголосовали за законопроект о Красной книге Республики Абхазия. Проект был подготовлен учеными и был вызван тем, что Абхазия представляет собой уголок, где уникальные природные условия, при которых произрастают эндемичные растения. В одном только Бзыбском ущелье 70 видов растений, которые нигде больше не растут. Уже давно в институте разрабатываются основы для Красной книги, и потому на сегодняшний день уже готов как и список, так и характеристика тех или иных видов растений, которые должны войти в Красную книгу. А при разработке структуры Красной книги, естественно, мы будем опираться на опыт соседних стран, международный опыт, куда включим всю информацию, чтобы иметь полноту информации о каждом виде. Как рассказал Савелий Читанава, после составления списков ученые подготовят описание к каждому виду флоры и фауны, указав ботаническое или зоологическое описание, критерии редкости, ареал распространения и лимитирующие факторы. Предварительно в Красную книгу Абхазии войдут около 400 видов растений, включая все эндемики. Флора республики включает 2190 видов растений, 83 из которых редчайшие экземпляры. В Абхазии обитает свыше 440 видов позвоночных, что составляет 1% мировой фауны. Для того, чтобы книга представляла какой-то научный интерес, мы бы хотели бы ввести и абхазские названия растений. На многих видов эти названия сохранились, есть. А еще на очень многие виды их нет. Ну, здесь я думаю, что мы найдем компромисс между учеными, исследователями и с этнографами нашими тоже. Книга планируется издать на одном языке, на русском языке. С периодичностью в 10 лет издаются эти книги. За 10 лет может произойти различные явления в том плане, что одни растения могут исчезнуть, а другие из разряда редких исчезающих перевести в разряд просто нуждающихся в охране. Красный цвет книги запрещающий. Это сигнал тревоги и опасности, которые нам подают животные и растения. Книгу назвали именно так, чтобы привлечь внимание людей и попробовать остановить варварское уничтожение окружающего мира. Рената Шакая, Саида Гухова, Абхазское телевидение. 14 февраля во многих странах мира отмечается День Святого Валентина. Праздник существует уже более 16 веков, и у него есть конкретный виновник – христианский священник Валентин. День всех влюбленных пришелся по душе и абхазской молодежи. Число его поклонников в нашей стране с каждым годом увеличивается.
Эта история датируется примерно 269 годом. В то время Римской империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его планов – браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше, и к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его преступную деятельность прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагизм ситуации был еще и в том, что сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как казнили священника. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем Святого Валентина. С тех самых пор каждый год в этот день принято признаваться в любви, дарить любимым цветы и подарки. Этот европейский праздник прижился и в Абхазии. Несмотря на кавказский весьма сдержанный менталитет, местные юноши считают правильным в этот день сделать приятное любимой девушке. Я открываю дверь утром, и вот такой вот огромный сюрприз для меня. Я так обрадовалась. Я честно не знаю, кто мне это подарил. Даже записки нет, ничего нет абсолютно. А вот этот букетик мне мой брат подарил, и мне было очень приятно. Это вообще один из самых позитивных праздников, на мой взгляд. Я очень его люблю. В этот день в городе можно было встретить немало молодых людей с охапками роз и дизайнерскими букетами. Они спешили обрадовать своих избранниц. Правда, на интервью мало кто из них соглашался, что еще раз говорит о том, что проявление чувств все же касается только двоих, и оно ни в коем случае не должно быть на показ. Но нам все же удалось задать парочку вопросов одному из тех счастливчиков, который с букетом роз спешил поздравить любимого человека. Мы в браке 13 лет. Вот. Дело в том, что она гораздо моложе меня, и поэтому мне приходится выкаблучиваться, да, вот быть, так сказать, в ногу со временем, быть не консерватором, быть современным. Да, вообще, честно говоря, по жизни я ко всему хорошему отношусь только хорошо. Почему не сделать приятное близкому человеку, да? С перерыва иду домой с таким небольшим вот сюрпризом, вот с таким огромным сердцем. Затем наша съемочная группа направилась в магазин подарков, где мы смогли узнать о последних, так сказать, тенденциях. Как выяснилось, классические розы алых и нежных оттенков вот уже который год не сдают позиции, и в этом году они на пике популярности. В качестве подарков в основном выбирают различные символы любви и нежности. Это и фарфоровые ангелочки, музыкальные шкатулки и плюшевые медвежата. По словам реализатора Ольги, в этом году покупателей очень много. Все больше людей в этот особенный день стараются сделать друг другу приятное. К нам сегодня в честь праздника зашли очень много молодых людей, которые хотят поздравить своих девушек. Очень много берут цветов, коробки, букеты берут. Вообще, раньше я не замечала, чтобы так отмечали этот праздник, но в этом году у нас очень много людей заходит. День Святого Валентина – это, безусловно, замечательный повод еще раз напомнить своей второй половинке о любви и верности. Однако, чтобы сделать приятное дорогому сердцу человеку, повод вовсе и не нужен. Не стоит забывать об этом. Цените и берегите друг друга все 365 дней в году. В Абхазию проник северо-западный циклон, который диктует погодные условия в республике, что вызвало значительное ухудшение погоды. В западной части нашей страны выпали значительные осадки в виде снега. Также прогнозируется ухудшение погоды в центральной и восточной частях Абхазии. Но вместе с тем, как говорят синоптики, изменения погоды должны быть краткосрочными, и уже к концу недели погода прояснится. В связи с ухудшением погодных условий все аварийные службы Черноморэнерго приведены в повышенную готовность, так как возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, которые могут повлечь аварии на трансформаторных подстанциях и обрывы линий электропередач. Продолжим тему о погоде.
Завтра в Абхазии ожидается значительное ухудшение погоды. Облачно, снег с дождем, снег. Температура воздуха ночью 0,2, днем 2-4 градуса. Температура морской воды 7 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.